Между тем, сегодня стало известно о задержании племянника Махмурода Одинаева Зульфикора. Как раз через него политик передал прессе письменное сообщение, когда скрывался от властей. Правительство никак не отвяжется от оппозиционной партии страны. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, за что в Таджикистане задержан помощник оппозиционного политика Махмурода Одинаева. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Вслед за Махмуродом Одинаевым, зампредом Социал-демократической партии Таджикистана, правоохранительными органами задержан его помощник, племянник Зульфикор Одинаев. Об этом сообщили родственники Одинаева. По их словам, он в течение 10 дней содержится в ИВС, отдела внутренних дел Гисара, и они носят ему передачки. В ОМВД Гисара отказывается от предоставления комментариев. На сегодняшний день официально Одинаеву не предъявлено никаких обвинений. Родные Зульфикора со ссылкой на сотрудников милиции сообщили, что его дальнейшая судьба будет известна спустя 15 дней. Зульфикор Одинаев 4 декабря участвовал на пресс-конференции в офисе СДПТ. Родственники говорят, что, вероятнее всего, сотрудники правопорядка следили за ним после того, как он вышел с пресс-конференции и таким образом вычислили местонахождение Махмурода Одинаева. Рахматилла Заиров, глава Социал-демократической партии, 5 декабря сказал, что, скорее всего, Махмурода Одинаева нашли через его помощника. Позже, 12 декабря, Заиров сказал, что местонахождение его зама было вычислено, исходя из геолокации телефона. Зульфикор Одинаев – единственный сын Юсуфа Одинаева, брата задержанного оппозиционного политика. Мехрнигор Ризоева, супруга Махмурода Одинаева, сказала, что Зульфикор занимался торговлей на рынке. По ее словам, на сегодняшний день ни Зульфикор, ни Махмурод не обеспечены адвокатами. Власти Таджикистана запретили единственной оппозиционной партии СДТП оплатить услуги адвоката для задержанного замглавы этого политобъединения. Лидер СДПТ заявил, что власти отклонили их предложение нанять адвоката для Махмурода Одинаева. Рахматилла Заиров сказал, что власти отклонили предложение на том основании, что его заместитель задержан за хулиганство, а не за партийную деятельность. Нас родственников, в общем, отказывается помогать Одинаеву. Это следствие обязано предоставить от себя. Другое дело, когда они сами нанимают, это защита становится более реальной. По его словам, в конце минувшей недели он побывал в прокуратуре Гисара, которая ведет следствие по делу Махмурода Одинаева. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И как вы думаете, за что задержали помощника Махмурода Одинаева? 5 декабря Генпрокуратура Таджикистана сообщила, что замглавы СДПТ Махмурод Одинаев задержан по обвинению в хулиганстве на территории столичного района Сино. Однако родные и близкие Махмурода Одинаева не согласны с официальной версией произошедшего. Мехринигор Ризоева, бывшая супруга политика, говорит, что 29 октября ее сына Хаджия Акбара насильно увезли в военкомат. Соседи мне сказали, что моего больного сына задержали прямо на улице и увезли. Я пешком пошла в военкомат. Вскоре прибыл и Хаджи, это Махмурод Одинаев. Он спросил, почему насильно забрали сына в военкомат, ведь знают, что он больной. Там на улице было много молодых людей. Почему вы забрали именно моего сына? Негодовал он. В военкомате наш сын остался до 8-9 часов вечера. После медицинского освидетельствования его отпустили домой, говорит женщина. На кадрах, опубликованных на страничке Одинаева в Фейсбуке, видно, как он спорит с работниками военкомата города Гисар. Политик выражает недовольство тем, что его сына задержали с применением силы. За это его, по сути, посадили, якобы за хулиганство, что он отстаивал права своего сына. Социал-демократическая партия – единственная оппозиционная политическая сила в Таджикистане, напомним. Проправительственные группы в соцсетях осуждают руководителей партии. Как вы считаете, как скоро закончится дело Махмурода Одинаева, и мы больше об этом не услышим? И как вы думаете, какое обвинение придумают для его помощника? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А на этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!